И вот погружение в снег, да, мы взяли мазки крови, хотим посмотреть морфологию эритроцитов, там изменения должны произойти. Именно формы эритроцитов, они будут меняться типа звездочек, они круглые, а они будут как это, зубчиками, всяко разными, с дырками могут быть появиться. А это именно из-за стрессового состояния. Да. Человек временно дышать не будет, там изменения должны произойти. Ну, это для науки, да, или для чего? Это для науки. Мы вот то взяли и после тоже возьмем. И сравним, какие там изменения произошли. Конечно, риск есть, но это погружение 12 минут, это более-менее для организма большой опасности не несет. Да, а какую опасность тогда, сколько минут несет опасность уже? Ну, дышать ведь будет. Но он же говорит, что он не будет дышать. Ну, то все равно, у него организм все равно, он ведь сейчас прокачку делает, дыхание для мозга. Вот он до этого делал, это ведь повторно, поэтому, надеюсь, все будет хорошо. В рамках проведения подобного мероприятия мы отцепили максимальную территорию, чтобы был доступ к человеку, чтобы в случае всякой нештатной ситуации можно было спокойно извлечь и доставить в теплое место для обогрева. Также смотрим за проведением, за подготовкой, какие именно используются материалы, какая вода, какая температура воды, чтобы все совпадало так, чтобы не было ни одной нештатной ситуации. Поэтому здесь привлечены помимо сотрудников государства по всему обмену судам. Также здесь находится медицина катастрофы и служба спасения из Нет. Он пробил, начали с головы. Вот он потом молодец. На него наливали воду и все. А он на ногах стоит, он живой. 5 минут. Он уже внутри. Это, кстати, не камера дрожит, это у меня телефон замерз. Из-за этого идут фризы по кадрам. Поэтому стабилизация не работает. Все хорошо, спасибо. Сейчас наберусь. Я с ним общался до этого вообще, да? Ну, он говорит, человеческие возможности безграничны, вправе любой человек сделать. Но для этого, понятно, характер надо иметь. Каких-то особенных способностей он их не говорит, что нет особых способностей. Но, тем не менее, это удивляет. Простого обывателя это удивляет. Меня, например, когда он говорил, что 14 часов на снегу лежал, в простом нашем понимании это, конечно, уникальные вещи делает. Может ли это как-то посодействовать развитию туристической отрасли нашей? Ну, конечно. Мы вот, в общем-то, сейчас же делаем покорители холода, замеры низкой температуры. Ну, как-то его уже тоже привлекает Якутия как земля холода. Поэтому, наверное, это интересно будет, конечно, в рамках. И у нас завтра будет на Чучур-Муране, он прожит будет завтра тоже окунаться там. Тоже маленький такой номер. Знаешь, как называется? Экстремальные зимние процедуры. Хорошо, когда воздух. Как себя чувствуете? Как чувствуете? Хорошо, спасибо. Кому вы посвятите вот этот мероприятие? Ну, это моей супруге Ирине посвящается. Она мужественная женщина. Не каждая сможет это выдержать.